По традиции, День наурской терской казачки начинается с богослужения в церкви. Сюда сегодня съехались многочисленные гости, представители казачества соседних регионов, всего около 250 человек. Основные торжества проходят у побережья Терека. В народе эти гуляния называют бабьими. Начало празднования знаменательного дня положено подвигом далекого 1774 года, когда казачки вместе с отцами, мужьями и братьями отразили нападение турецкого врага. Во время нашествия 8000-го войска строевые казаки находились в походе. Дома оставались лишь женщины. Они-то и вышли на защиту Родины. В бой тогда шли и разогретая смола, и кипящие щи. Это значимость общей дружбы, и стойкости терских казачек. Вот. Они в свое время смогли отстоять станицу от врага, и мы знаменуем этот праздник тем, что вот у нас даже женщины умеют, если нет мужчин, воевать. В терском войске это единственный праздник, где чтят именно подвиг терской казачки. На нем мы воспитываем свою молодежь, на нем воспитываем своих девушек, казачек. И я считаю, что это яркий патриотический пример служения именно своему делу, отстояния своей свободы. Юная казачка Валентина Печникова приехала со Ставрополя. Для нее этот день особенно значим, ведь наурские казачки – ее прямые предки. Этот праздник, конечно, очень значим для меня. И у меня предки отсюда, мама, бабушка, прадедушки, прабабушки, все отсюда. И так как мне много мама рассказывала, то что наурские казачки, они отстояли станицу, не было казаков. И мы приехали почтить память наурским казачкам, потому что они смогли отстоять. От всей души желаю вам, друзья, успехов в построении сильного и деятельного казачьего войска. Надежная опора российского государства на Северном Кавказе. С уважением, полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Алимович Меликов. Спасибо за внимание. Если для одних это праздник, то для других повод для грусти. День, когда вспоминают тех, кого не стало в те тяжелые годы. Лично я считаю это больше не как праздник, а как день памяти о тех, кто погиб. Потому что корни свои надо чтить, помнить и уважать, а без памяти и без наших корней мы ничего. Каждый год в этот день мы приезжаем на поминальную службу. И значит, сначала мы отчитываем молитву об упокоении, об усопших, а потом воздаем хвалу Господу. Для приезжих подготовили поляну, представленную в основном рыбными блюдами, как и подобает казакам. Чуть позже вниманию присутствовавших представили искусство фланкировки, а гость из Зеленой Рощи продекламировал стихотворение собственного сочинения, подготовленное специально для этой встречи. Казачка в ответ: «Ты меня покори, а потом уж, казак, о любви говори. Ты сватов к нам пришли, мне кольцо подари, а потом уж, казак, ты меня увози». Розана Цамаева, Султан Умаров и Зелимхан Закаев. Новости.